Вастовуллах бик дойдулақтарым. Эгитни барыгытын Хаңалас диен улуспут исторический аты төңнүгү күннен тиитик истенник әрделербин көңүллән. Бу ат 7-16 сылустата ола бетер 1937 сыллах кадылы Арка Хаңалас диен аттана келбеппит. Онтон 92 сыл кадылы Орджоникидзевский район диен иңерилди бите. Верховный Совет Президиум ыягынан 6-16 күнүттен 1992 сыллаха исторический Хаңалас улуға диен арпыт төңнүбүтэ. Бары улуспут чечири сайдарын туһугар түмсүйлэ болуғын диен ыңырабын. Ытыктабыллах Хаңалас улуғын олоқтоқтыра күнді бир дойдулақтырым. Бүгін бихи улуспут историятыгар ораты белие түген. Улуспутугар төрү таата төннүбүт күнө болар. Улуспут ата төннүтөр историктар, ученыйдар, кырайы өретәчилер жоғыннаға тилерин ол кәңе улуспут жөне әргете өйөбүтә. 1992 жыллаққа Александр Гулевич Васильев салайытынан Росовет депутаттара бұхары ұлбыттыра. Ол сыл 6-16 күнігер.
Саха Республикатын үрдүгү себейтин урагынан Орджоникидский район төрүт атын төннүбүтэ Хаңалас улууга диен аттамыта. Күндү бир дойдулактарым. Эхитни буга баргытын Хаңалас улуунун депутаттарын атыттан туз бәймапыттан ититик истинник агарделивин багаравын чеген дорубияны үләгәтер, үрәкәтер, шитихилләре улуспут чечери сайда турдун жоллак болун. Хангаласский улус расположен на Приленском плато и в пойме реки Лена, в которой расположены почти все населенные пункты улуса. По левому берегу Лены долина Эркяни. В состав улуса входит 18 муниципальных образований. Хангаласцы – объединение, состоявшее из нескольких кланов и патронимических групп. Не вдаваясь в пространственные и вряд ли убедительные истолкования этнонимов, наблюдаются интересные параллели в духовной и материальной культуре якутов, так или иначе связанных с хангаласцами. Хангаласские роды являются основными носителями тех южных культурных элементов, включая тюркскую речь, которые прочно определили основной характер позднейшей якутской культуры. Предки современных хангаласцев происходили из рода Эллея. Весь процесс образования якутской народности происходил на нынешней территории расселения якутов, в пределах современной Якутии, на Средней Лене. Так как их мифический праотец Эллей появляется здесь одиноким, и только лишь в счастливой долине Сайсары, где жили люди Амогойбая, у него рождаются дети, ставшие предками 6 якутских улусов. Его старший сын Каир Хангалас, предок хангаласского улуса. В первой половине 17 века здесь жил легендарный Тыгын со своими сыновьями. Отца его звали Муннян. Он был главой Дарханом хангаласского племени, обитавшего в долинах Эркяни и Туймада. Сам Муннян жил в устье речки Куллаты. Там и родился его младший сын Тыгын. Ему, самому темпераментному и бесстрашному из детей, и передал свой высокий сан отец. В начале 17 века Тыгын, опираясь на силу своего племени и богатырей, приглашенных из других мест, подчинил себе другие племена и роды и стал единоличным владыкой над ними. Из письма казацкого атамана Галкина царю в 1634 году реальный исторический Тыгын, отец Базеко от Курая, Чавлая и других якутских князцев 17 века, действительно по праву занимает свое место в дорусской истории Якутии, не только благодаря своей личной энергии, бесспорным организаторским и военным способностям, но и по общей его роли в социально-политической истории якутской народности. Мазары Базеков. Он был сыном казненного русскими казаками Базеко, сына Тыгына. Жил в местности Куудук, долины Эркяни. Мазары был бойким и деятельным человеком. Эти качества помогли ему стать князцем хангаласской волости. Он дважды ездил в Москву, в первый раз в 1676 году, а второй раз в 1679 году. Был на приеме у царя Федора Алексеевича, ставил вопрос о возможности участия князцев в решении споров внутри своих властей, освободить князцев от уплаты ясака. В 1679 году старанием Мазары Базекова были изданы особые царские грамоты, согласно которым он, как и некоторые другие якутские тойоны, стали записываться в официальных документах князцами. Мазары следует считать первым главой хангаласского административного улуса, но активность его как административного деятеля выходит за пределы своего улуса. Правнук именитого князца Мазары Базекова Сафрон Сыранов. 9 декабря 1767 году в якутской воеводской канцелярии состоялись выборы в депутаты из числа поверенных 5 подгородних улусов. Тайным голосованием кангаласский князец Сафрон Сыранов был избран депутатом в Екатерининскую комиссию
по составлению нового уложения. В начале 1768 года с 2 толмачами выехал в Москву, где заседала комиссия. Потратив на дорогу почти полгода, в Москву прибыл в июле. В октябре того же года оформлен депутатом, приведен к присяге и приступил к исполнению обязанностей якутского депутата. Сафрон Саранов, первый якутский депутат, государственный деятель российского уровня, активно и целеустремленно работавший в своеобразном российском парламенте, призванном кардинально обновить законодательную основу российского государства. Это был прорыв якутского общества в систему верховной власти России, заставивший российские власти обратить официальное внимание на нужды и потребности якутского народа. На сегодняшний день наиболее ранним свидетельством проникновения тюркоязычных племен на хангаласскую землю является самая северная в мире древнетюркская надпись у Устины Петровской вблизи села Синск. Наименование «Хангаласский» отражается в документах с 1632 года, то есть со времен прихода в Якутию русских казаков. В 1860 году обширный Хангаласский улус разделился на 2 улуса – Западно-Кангаласский и Восточно-Кангаласский. В нынешних границах улус образован 10 февраля 1930 года. Ему было дано название Западно-Кангаласский. В 1937 году был переименован в Орджоникидзевский в честь отбывавшего здесь ссылку Серго Орджоникидзе. Исконное название было возвращено в 1992 году 16 октября.